Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на непредвиденные события, о которых лучше знать заранее. Загадайте просто на себя. Ну а песочек нам все покажет и расскажет. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, непредвиденные события. О чем же вам нужно знать заранее? Ну, начнем с основания. В основании у вас вышла ситуация проблемы на ровном месте. Проблема, да? Бывает же такое. Вот живете вы, все у вас четко, все у вас под контролем. Тут раз, проблема образовалась. Проблема у вас возникнет не по вашей вине, не из-за каких-то ваших действий, либо бездействий, а по вине близкого вам человека. Скорее всего, этот человек что-то уже натворил и тихонечко себе, как говорится, молчит. Молчит, не признается, и вот произойдет то, что произойдет. Мои хорошие, бояться тут нечего. Ругаться ни в коем случае не стоит. Ну, как говорится, дело уже сделано. Да, что уж тут руками махать, да, когда уже все сделано. Здесь нужно наоборот объединиться и вместе, совместными усилиями постараться эту проблему закрыть как можно скорее. Не растягивать ее на какой-то период времени, а вот прям гуртом, как говорится, накинуться и решить. А поругать этого человека вы потом успеете. Да, там, припомните ему как-нибудь, либо ей, да, смотря кто меня смотрит, что вот, ты помнишь, как ты там накосячил, либо накосячила, а? Хороший тебе урок был, да? Давай, смотри, больше так не поступай. А лучше всегда говори мне, либо со мной советуйся, ставь меня в курс дела. Ведь правду люди говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше. Мои хорошие, конечно, неприятно, конечно, ну кому приятно на кочке споткнуться? Да никому не приятно, но что случится, то случится. Главное, что вы все это решите. Не ругайтесь, еще раз говорю, не ругайтесь. Не надо прям там говорить, ах, ты такой-сякой, как ты мог, либо как ты могла. Не надо этого делать. Просто скажете, так, все, вот она проблема, иди сюда, давай-ка вместе решать. И вместе вы все это решите. Ну вот видите, этот гвоздь у вас прям под ногами торчит. Гвоздь от вашего близкого человека. Это может быть муж, это может быть жена, это может быть там ребенок, там, другой родственник. Да, вот кто-то постарается, учудит, как говорится. Ну, ничего, ничего. Это вас даже как-то объединит, сблизит. А для того другого человека, кто накосячил, будет очень хорошим уроком, очень хорошей такой установкой на будущее. Всегда подходить к вам, всегда вас, как говорится, держать в курсе всех событий и всегда с вами советоваться. Так, следующий момент. Здесь к вам кто-то пристанет. Пристанет, видите, такого прям рака показали, который хватает вас за руку. Ну, раками обычно показывают людей старшего возраста, старше, чем вы. Человек, возможно, одинокий. Человек, может быть, привык жить в одиночестве. Вот он к вам пристанет. У кого-то отыграется, будет вас поучать. Да, вот такое желание проснется научить, обучить, не знаю, что-то мудростью поделиться. А у кого-то отыграется, что да, будет приставать, как, например, мужчина к женщине, либо наоборот, женщина к мужчине. Опять же, в зависимости от того, кто меня смотрит. Для вас это будет прям полнейшей неожиданностью, и сложно будет как-то адекватно на это реагировать. Ну, понятно, да, если человек возрастной, а вы, например, человек молодой, ну что вы там, посылать будете на 3 буквы? Вот что делать в такой ситуации? Представьте, вы молодая девушка, пристал вам какой-то дедушка. Вот пристал и все. И вот как поступить?
Да? А вот здесь придется вам поимпровизировать, проявить свою креативность, выдумку, ну и, конечно же, немножечко, знаете, может быть, и пошалить. Мои хорошие, ну, все бывает. Произведете впечатление, да, человек влюбится, либо наоборот, да, отцовские чувства проснутся, либо материнские чувства проснутся, и вот начнет вас учить. Ну, я думаю, что вы с этим справитесь, возьмете себя в руки и с этим справитесь. Так, следующий момент. Следующий момент связан с вашей работой, с вашим заработком, с вашим доходом. Понятно, что все люди разные, кто-то работает, кто-то уже на пенсии, кто-то, например, там, своей какой-то деятельностью занимается, монетизирует свои способности, таланты. У каждого по-своему отыграется. В чем же здесь будет неожиданность? Неожиданность будет в том, что вы что-то такое нащупаете, необычное. Знаете, как точку опоры найдете. Эта точка опоры, она вам поможет себя покомфортнее почувствовать, а кому-то поможет даже увеличить свои доходы. Но сразу хочу вас предупредить, никому ничего не рассказывать. Вообще никому ничего не рассказывать. Даже бойтесь своих мыслей об этом. Вот серьезно вам говорю. Здесь так все хрупко, здесь так все шатко. Да? Одно случайно оброненное вами слово может испортить всю эту картинку. Нашли свою эту волшебную точку, которая все преобразует. Молчите. Радуйтесь этому молча. Никому ничего не говорите. Будут спрашивать, откуда деньги берешь. А вы говорите: работаю, да? Работаю, все. Не надо никаких подробностей. И даже близким людям, пожалуйста, тоже не говорите. Потому что близкие могут проболтаться. Понимаете? Вы же всем рот скотчем не заклеите. Не заклеите, да, могут проболтаться. Вот захочет ваша мама, например, вами похвастаться, скажет: а у меня такая дочь, ой, какая умничка, там зарабатывает, там вот схему придумала, либо у меня сын такой, да, ой, молодец, там жонглирует своей работой, да, денежки прям с воздуха падают. И все, человек плохой послушает, скажет: ай-яй-яй, да, я тут ленюсь, и деньги мне не приходят, а тот, видите, работает, зарабатывает. И все, девочки, мальчики поглазят, и как и не было, да? Имейте это в виду. Плюс еще я вижу людей, которые занимаются какой-то работой, где у вас клиенты, либо вы, например, там, торговый представитель, менеджер по продажам, да, и вы работаете с клиентами, либо вы, например, мастер маникюра. Либо вы там реснички, бровки делаете, да, может, массажики вы делаете, может быть, еще какие-то услуги оказываете, да, люди к вам приходят. Здесь какой-то идет наплыв, но наплыв такой. Многие будут приходить и просто интересоваться, да, интересоваться. А что вы делаете, а как вы делаете, а сколько вы за это берете, а сколько там сеанс длится, а какое качество материалов. В общем, очень много будут вопросов задавать. С одной стороны, людей много, а с другой стороны, вы очень много можете времени тратить на вот эти разговоры, да? Описание своей работы, там, не знаю, там, всякие предоставления документов, прайс-листов и прочее, прочее. Мои хорошие, вы должны понять такую вещь. К вам сейчас будут присматриваться, к вам сейчас будут прицениваться. Либо рынок услуг, которыми вы занимаетесь, переполнен, да, и у людей есть выбор. Они ищут, где там получше и подешевле. Такое, да, странное сочетание, и получше, и подешевле. Либо могут даже приходить конкуренты, либо начинающие конкуренты, которые будут прицениваться. Да? То есть они будут перенимать, что вы делаете, как вы себя продаете, какими вы материалами пользуетесь, как вы, например, там оплату принимаете. Да? Просто перенимать эту информацию для того, чтобы, конечно же, самим стартануть. Мои хорошие, научитесь определять клиента на глаз, как говорится. Кто к вам пришел, насколько человек заинтересован. Если вы видите, что человек такой, да, расспрашивать пришел, так не тратьте на него времени. Да, либо приготовьте какой-то документ с общей информацией, которая бы отвечала на основной вопрос, но не давала каких-то деталей, подробностей.
Так вы себя и от конкурентов спасете, и плюс как бы будущим потенциальным клиентам дадите о себе информацию. Сейчас я вижу толпы, которые вокруг вас ходят, они вокруг ходят, но к вам, например, на услугу не заходят. Но эта картинка, она в ближайший месяц-полтора очень круто поменяется. Они все к вам назад вернутся, ну или практически все к вам назад вернутся, ну кроме конкурентов. Да, тех, которые выведывали информацию, если это были потенциальные клиенты, которые взяли время на подумать, они к вам обязательно вернутся. Так, следующий момент. Следующий момент связан с взаимоотношениями в семье. Это подойдет предсказание для тех, кто действительно в паре, кто в браке, и причем достаточно давненько. Непредвиденным будет для вас ревность. Ревность, которая выжигает все внутри. Ревновать будут вас. Я не могу сказать, будет ли там повод, либо это без повода ревность, но вы увидите своего любимого человека, своего партнера с какой-то неожиданной и не очень приятной стороны. Понятно, что не хочется слушать такие предсказания, но здесь для вас подсказочка, здесь для вас посыл. Мои хорошие, не оправдывайтесь, не пытайтесь сгладить эту ситуацию. Что вам нужно сделать? Жить, как вы жили, не идти ни на какие уступки. Например, ваш партнер может требовать, да, не встречайся с теми-то людьми, либо не одевай вот эту одежду. Вот. Ни в коем случае нельзя подчиняться, ни в коем случае нельзя соглашаться. Если вы хотя бы один раз согласитесь, ну, считайте, что пропало. Будет ревновать и дальше, и будут требования очень сильно ужесточаться. Поэтому делайте то, что делали, живите так, как жили. Если вас ваш партнер там спрашивает, с кем была, либо где был, давайте четкий подробный ответ. А лучше возьмите и вместе сходите, покажите. Вот здесь я работаю, вот это мои друзья, вот сюда я хожу, например. Да? Все это покажите. Либо поговорите, да, по-серьезному поговорите. В чем проблема? Кому ты меня ревнуешь? Что такое произошло? Почему ты вдруг стал меня ревновать? Либо стала меня ревновать? Возможно, вскроются какие-то пикантные подробности. Возможно, вас оговаривают люди, о которых вы очень хорошего мнения. Либо люди, которые себя выдают за ваших друзей, либо прикрываются маской этой дружбы. Запросто, мои хорошие. Да? Вот дружите вы с какой-нибудь девочкой, думаете, ой, какая она хорошая, ну прям сестричка для меня. А у этой девочки жаба на душе сидит. И девочка думает, ах, у нее с мужем все хорошо, вот я тебя устрою, да? И она вашему мужу жу-жу, да? А твоя там он с тем мужиком, с этим мужиком, тому улыбнулась, тут за ней поухаживал. А у мужа нервы сдают, да? Он начинает ревновать и думать, боже, ну как же так, да? Как же так, мы же так хорошо жили, почему она начала на других мужиков внимание обращать? И то же самое может быть и с мужчинами. Например, живете у вас со своей любимой женой, все у вас хорошо, все замечательно, а ей какая-нибудь подруженька начинает говорить, ой, а я твоего видела с той-то дамой, с этой-то дамой, там смеялся, тут зажимался, и женщина начинает ревновать. Понимаете? Вот такие ситуации могут быть. Поэтому нужно спокойно к этому относиться, нужно разбираться, причем, знаете, как вот прям поэтапно идти, да, каждый момент проговаривать, но никаких уступок допускать нельзя, иначе будет только хуже. Допуская уступку, вы как будто бы соглашаетесь с тем, что да, вы действительно в чем-то виноваты. Ни в коем случае не надо этого делать. Ведите себя так, как вели, все проговаривайте, все объясняйте, показывайте. Ни на какие там, как говорится, условия не идите, не подписывайтесь. Это будет правильно. Так, следующий момент с правой стороны. С правой стороны у вас какая-то непредвиденная поездка. Поездка какого-то делового характера. Причем итогом этой поездки будет какая-то сумма. Да? На кону какая-то денежная сумма идет. Сейчас вы, бесполезно вам говорить, о чем это, вы все равно не поймете. Эта ситуация возникнет, вам кто-то скажет. Вот какой-то звоночек, либо какая-то встреча. Да? Человек вам расскажет. А вот ты знаешь, там помогают, либо там можно оформить какую-то помощь, там, материальную помощь. Там, например, спонсорская организация какая-то есть, там филантроп какой-то завелся, который людям помогает. Есть учреждение, которое помогает талантливым людям там, открыть свой стартап, допустим.
Вот такая и наводочка идет, да, информация в виде наводки, за которую вы зацепитесь, вы скажете, ну что, попробую, да, попробую. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А вы туда, значит, заявочку, либо обращение, и вам говорят, да, приезжайте, обсудим, поговорим. И вы туда поедете, как-то очень быстро решит этот вопрос, прям чуть ли не в этот же день, у кого-то и в этот же день, у кого-то, может быть, там в течение 2-3 дней. И вы станете счастливым обладателем достаточно приличной денежной суммы. Вот так вот, мои хорошие. Как-то быстро заберетесь, быстро все оформите, быстро все получите. Прислушивайтесь к такой информации. Прислушивайтесь, даже если вы не какое-то дарование, да, обычный человек, который хотел бы получать помощь, либо вам нужна поддержка, да, кому она не нужна, всем она нужна, тем более живем мы в такое неспокойное, сложное время, да, обращайтесь, и вам не откажут, как-то быстренько все вам дадут, оформят, и все будет замечательно. Да, момент тут, что вы не привыкли получать помощь, но почему нет, если есть нужда, почему нет? Надо закрывать эту нужду. Так, дальше, мои хорошие, идем. Здесь какая-то ситуация по здоровью. Причем, я так понимаю, что вы здоровьем своим достаточно плотно занимаетесь. Что-то вы делаете, от чего-то вы лечитесь, какие-то, может быть, препараты принимаете, кто-то БАДы принимает, кто-то сидит на этом ПП всяком, там, как здоровое питание. Кто-то, может быть, даже там спортом занимается, а может быть, в комплексе вы все это делаете. Как будто бы от чего-то вы лечитесь. Да? Есть какая-то проблема, от которой вы хотите избавиться. Я вижу у вас какие-то тесты, экзамены, какой-то анализ, да? Тест, экзамен, либо анализ. Что-то вы будете сдавать. И вот представляете, и вот какой-то простейший анализ, экзамен, либо тест покажет очень непредвиденные результаты. Возможно, окажется, что вы лечитесь не от той болезни. Да? Возможно, выявится там первопричина вашего состояния. Возможно, выявится какое-то сопутствующее состояние. Для вас это будет, конечно, и шок, и это будет очень, так сказать, неожиданно. Но главное, что найдется истинная причина вашего, например, состояния. И да, будет корректировка, причем у кого-то прям существенная корректировка. Может быть, окажется, что вам нельзя, например, я не знаю, там, спортом заниматься, либо конкретным спортом заниматься, либо вам нужно отказаться от одних препаратов и принимать другие препараты. В любом случае, этот непредвиденный диагноз, да, который вам поставят по результатам этого случайного теста, анализа, он, ну, если в целом сказать, да, очень сильно подкорректирует вашу ситуацию, а вернее исправит вашу ситуацию. Вы вроде как лечитесь, но не от того, либо не тем, да, ну вот бывает такое. Значит, мои хорошие, сдавайте почаще анализы, меняйте докторов, да, либо меняйте лечебное учреждение, старайтесь, чтобы у вас были какие-то разные взгляды, да, на вашу ситуацию от разных людей, от разных организаций, от разных медицинских учреждений. Вот, потому что, ну, бывает всякое, да, там глаз замылился у доктора, либо доктор, может быть, там что-то не досмотрел, там, да, все бывает. И вам поставили неправильный диагноз, дали неправильное назначение. Вы там пыхтите, стараетесь вылечиться, а результата нет. А все почему? Потому что не от того лечитесь. Так иногда бывает, к сожалению, но бывает. Поэтому, мои хорошие, имейте в виду, у вас идет эта ситуация, и нужно, конечно, ее раскрутить по полной. По полной, потому что нужно поправить свое здоровье, избавиться от этих недугов, от этих болячек и жить полноценной здоровой жизнью. Так, следующий момент. Следующий момент связан с каким-то скандалом, с какой-то провокацией, ну, либо с какой-то тайной. Да, и так может отыграться. Есть люди очень интересные, люди, которые, может быть, занимают какую-то должность, может быть, занимают какую-то
какую-то позицию, да, либо имеют вес в обществе. Люди, которые славятся, может быть, какой-то репутацией, либо добродетелью. Ну, по-разному бывает, да. Эти люди, они просто оскандалятся. Оскандалятся, причем очень скверным образом. Как это заденет вас? Скорее всего, вы этими людьми восхищались, либо вы этих людей, например, могли ставить в пример и себе, и своим детям, и своим, например, знакомым. А тут, вот видите, такая подстава выйдет. Мои хорошие, ну это жизнь, это жизнь. Есть люди, которые не скрывают того, кем они есть, живут так, как им нравится. А есть люди, которые действительно ходят под масочками. Да, на людях это значит благородные, прекрасные, хорошо воспитанные, какой-то супер репутации, а за закрытыми дверями, там, где никто не видит, там разврат, там всякие там и алкоголь, и наркотики, и взятки, и коррупция, ну, сами понимаете, да, здесь большой скандал идет. У вас будет чувство тошноты. Скажете, фу, какая гадость, какая мерзость. А я этими людьми восхищалась, да еще и в пример ставила. Фу, как это вообще возможно, да? Ну, видите, как все бывает, все возможно. Так, идем дальше. Здесь похоже очень на какой-то развод. Развод, чей-то развод. Это тоже станет непредвиденным событием. Развод, который может быть среди родственников ваших, либо среди ваших знакомых. Причем люди как-то странно, тихо разведутся. Может быть, вы уже узнаете, что они развелись, либо вы их увидите вместе, а они вам скажут, а мы идем разводиться. Да? Либо мы вот развелись и возвращаемся обратно. Какой-то идет странный развод. Спокойный, тихий развод. Здесь очень спокойно, чинно, благородно люди разводятся. Без криков, без упреков, без суда, без какой-то там бешеной дележки. Да? Спокойно просто разведутся. И все просто ахнут, скажут, ну надо же, а разве так можно, да? Разве так бывает, что люди могут так спокойно развестись, да еще, например, там, друзьями остаться, да? Сохранить хорошие человеческие отношения. Ну, либо родственники, либо какие-то знакомые, да, так всех удивят. Так, следующий момент. Встреча идет вам, встреча с каким-то человеком, который очень активно начнет за вами ухаживать. Ухаживать, вас добиваться, не давать вам проходу, ну, требовать, просто требовать ваш номер телефона, либо ваши социальные сети. Девочки, вы, скорее всего, ему так дадите эти социальные сети, либо телефон, лишь бы отстал с такой мыслью, ага, значит, ты мне напишешь, а я тебя сразу заблокирую, и все, да, на этом будет закончено. Некогда мне сейчас тут от тебя отбиваться, окей, даю тебе этот номер, как только ты мне звонишь, либо пишешь, я сразу тебя блокирую. Но человек на вас все-таки произведет впечатление, либо, например, может быть, он вам что-то пообещает, ну, например, помочь чем-то, что-то для вас сделать, и вы прям этим человеком заинтересуетесь. Вот такое случайное знакомство, непредвиденное знакомство, приставание, да, и такое решение все-таки дать свой номер телефона приведет к очень хорошему результату. Кто-то действительно влюбится, да, и у вас будут серьезные отношения. А кто-то действительно решит свою проблему, которая долго вам не давала покоя, какую-то ситуацию разрешит. Вот так случайный знакомый, который будет набиваться вам в женихи, либо в невесты, все-таки сыграет важную роль в вашей жизни. Так, и еще. В венце у вас здесь вышел человек, который, знаете, как стравливает людей, который вот всех как будто бы, знаете, вот кусает, покусывает, и при этом прячется, да, за других. Говорит, нет, это не я укусил, это не я на тебя напал, это вот тот человек. Да, вот как будто бы из-за этого человека постоянно конфликты возникают. Может быть, у вас в семье конфликты из-за этого человека, может быть, на работе у вас конфликты из-за этого человека, может быть, по соседству у вас такие конфликты, среди знакомых такие могут быть конфликты. Смотрите, этого человечка выведут на чистую воду. На чистую воду. Здесь очень много людей помирятся,
И тот, кто действительно виноват, кто стравливал людей, вот он будет отвечать, либо она будет отвечать, причем достаточно жестко. Вы-то ничего делать не будете, это я вижу, а вот кто-то, знаете, как говорят, и морду набьет. Да, вот в прямом смысле слова. Могут побить этого человека за вот такие вот нехорошие делишки и по делам. Для вас, конечно, это будет вдвойне неожиданно. С одной стороны, вы-то и не догадывались, что вот такой вот манипулятор, который всех стравливает, да, создает вам проблемы. А с другой стороны, когда вы узнаете, что этого человека, например, там, побили, скажете, фу, ну надо же, даже в наше время такие методы используют. Для вас это будет очень непредвиденно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.